так скажем, два таких основных направления научных интересов. Первый связан с выполнением госзадания, еще идет истоки от диссертации, и второй по грантовым работам. Первое направление, основное, конечно же, моей деятельности, оно связано с исследованием истории научного изучения арктических районов Якутии. Я начинал с диссертации, она была посвящена международному научному сотрудничеству в Арктике, участию в этом процессе Якутии в 90-е годы 20 века. После этого я занимался уже, ушел вглубь, начиная с 30-х годов и до 91-го, то есть советский период, как развивались исследования в арктических районах Якутии, плюс я охватывал еще другие районы арктические для сравнения, нашей страны. И сейчас я занимаюсь уже исследованием истории научного изучения, которое осуществлялось со стороны представителей естественных дисциплин. Второе направление, которое я говорил, грантовая работа, она связана в основном с исследованием положительного значения холода в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии. Начиная от истоков, истоки у нас, к сожалению, источниковая база очень слабая, с 19 века до нашего времени, как оно эволюционировало. То есть, допустим, холод у нас долгое время, он как отрицательный феномен какой-то сугубо рассматривался, как лимитирующий развитие социально-экономическое. В рамках двух проектов РНФ, один закончился, второй я пытаюсь показать, что для хозяйства это имеет и положительную роль. Допустим, те же ледники использовались. И сейчас мы как раз собираемся приступить к экспедиционным исследованиям в Алекминском районе, но это продолжение тех исследований, которые были в прошлом году. То есть в прошлом году мы выиграли грант Российского научного фонда молодежный на научные группы. И там продолжается изучение проблемы позитивного влияния холода на жизнеобеспечение сельских сообществ. И в частности исследуется такая проблема, как сохранность вечной мерзлоты для системы жизнеобеспечения. Один из таких проблемных населенных пунктов в этом плане — это село Юнкюр в Алекминском районе. Там очень активные термокарстовые процессы, которые затрагивают, собственно, уже сам населенный пункт. То есть обычно термокарст, он распространен там, где были раньше сельхозугодья, сейчас они заброшены, но так как верхний покров уже был тронут, то термокарст идет активнее. Здесь же затронут не только территория бывших полей, но и территория самого населенного пункта. То есть мы наблюдали, как один дом где-то градусов на 20 имеет наклон, где были раньше там картофельное поле, сейчас уже образуется микроозеро и так далее. То есть таких примеров в Юнкюре, к сожалению, много. И, видимо, этот процесс, он не остановится в ближайшее время. Мы изучаем не только какие там геокриологические процессы протекают, но и как они влияют на население, как население собирается реагировать на эти процессы, как оно уже реагирует. Допустим, там интересный пример был в Юнкюре, как мы знаем, это одна из сельскохозяйственных житниц Якутии, кладовая Алекмы со всем известным алекминским сыром. Это именно во многом благодаря юнкюрским сельскохозяйственным угодьям. И новые сооружения свои хозяйственные, они уже стараются строить в тех местах, где уже термокарст протекает. То есть они так адаптируются. Это ведет к удорожанию, но тем не менее зато пока доказывает свою эффективность. Кроме того, в рамках этого проекта мы также каждый год в течение 3 лет минимум, но если проект продлят, будем посещать село Амга. Там тоже есть проблемы с термокарстом, которым охвачен новый квартал, который выделен молодым семьям был под застройку. То есть они должны были, планировалось изначально, что сэкономить на переезде в этот квартал, но расходы там большие, потому что термокарст там протекает активно. Это территория бывших сельхозполей. Да, я согласен, что интеллектуальная деятельность — это особый вид удовольствия. Но мне кажется, тут для каждого человека свое. Я считаю, что я свою нишу нашел. То есть это занятие по мне как раз. Это, что меня привлекает? Во-первых, я узнаю постоянно что-то новое. Беседую, знакомлюсь с новыми людьми.
Плюс свободный график, то есть, в принципе, я сам решаю, когда, каким делом можно заняться, когда лучше сосредоточиться на, так сказать, управленческой работе, потому что я сейчас еще с этой администрацией, когда заниматься научными исследованиями. Ну и плюс лично мне, это тоже на любителя прекрасно, но мне очень нравится работать в архивах, прикасаться к истории, к документам, какими они пыльными бы не были. Ну, вот у меня такая страсть. Ты видишь, может быть, документ даже, который до тебя никто не открывал, после этого человека, который его, собственно, составлял. Вводишь вот эти его вот мысли этого человека в широкий оборот. Вот это мне очень нравится. Меня зовут Сивцева Евгения Владимировна. Я окончила Северо-Восточный федеральный университет БГФ по специальности биолог. Далее я поступила в магистратуру. Магистратуру я окончила в ЕГСХ по специальности ветеринарно-санитарная экспертиза. Вот. После того, как окончила магистратуру, я решила работать. Устроилась на работу в лабораторию Ярвил, государственную бюджетную лабораторию, где работаю по сей день. Спустя год после трудоемкой работы я поняла, что мне что-то не хватает, и решила пойти дальше учиться в аспирантуру. Вот. И я сначала приглядывалась, так как у меня есть опыт как биолога, так и ветеринара. У меня был выбор пойти на микробиологию либо паразитологом. Вот. Ну, после недолгих раздумий я все-таки выбрала паразитологию, потому что она ближе мне как биологу. Методы исследования я почти все знаю. Мне нужно только закреплять знания и исследовать. Вот. Сейчас я благополучно совмещаю работу с учебой. Мне это позволяет мой научный руководитель. Ну, очень важно иметь хорошие отношения с руководителем, чтобы у тебя все нормально было. Сейчас я занимаюсь исследованиями паразитов мышевидных грызунов. Я считаю это очень важной темой, потому что мыши и крысы обитают по всему городу. Можно каждое утро, даже ты идешь на остановку, ты видишь, как крыска перебегает. И это источник многих болезней. И я думаю, это нужно изучать, потому что у нас в городе очень мало кто этим занимался. Там всего буквально 2 темы, и то они СССРовских годов. Потому что заболевания очень опасные. Допустим, тот же эхинококоз, он вплоть до летального исхода может быть, а люди спокойно им заражаются при контакте. Допустим, вы можете даже не трогать саму крысу, крыса может заразить или мышка вашего домашнего питомца. На данный момент я учусь, чтобы получить статус кандидата наук. Я получу 2 диплома. Первый диплом будет как кандидата-исследователя, а второй это будет преподаватель-исследователь. То есть я смогу преподавать в высших учебных заведениях. Когда ты занимаешься научным исследованием, в общем, самое главное, конечно, это результат. Когда у тебя что-то получается, ты очень радуешься, что ты можешь изложить это на бумаге. И мы же пишем статьи, и статьи мы публикуем в различных журналах англоязычных, то есть по всему миру. Может быть дальнейшее сотрудничество. Допустим, у нас мой научный руководитель очень тесно работает с германскими учеными, с немецкими, с Японией. И это все в перспективе, конечно, дает очень хороший результат в дальнейшем, я думаю. Моего руководителя зовут Коколова Людмила Ивановна. Является заведующей кафедрой гельминтологии нашего института ЕНИСХ. Также она работает очень много за границей, побывала, работает с немецкими исследователями, с исследователями из Японии. В этом году она уже была в Японии. Вот. И в перспективе у нас работа вместе. Начнем с того, что у меня тема моей кандидатской диссертации была влияние инфильтрации атмосферных осадков на термовлажностный режим грунтов и вообще формирование многолетних мерзлых пород.
по сути, мерзлоты, так? И в результате моей диссертационной работы мы получили результат, что атмосферные осадки при их увеличении, допустим, да, в 2-3 раза в локальных таких участках, оно вызывает наоборот охлаждающий эффект, когда верхняя кромка мерзлоты наоборот поднимается. Так, и продолжая эту тему, сейчас мы начинаем новый проект, новую тему. Это восстановление защитного слоя нарушенных территорий ледового комплекса. Она вот так звучит. Суть этой темы в том, что, вот, допустим, мы берем Лено-Амгинское междуречье, это вот от реки Лены до реки Амги, вот это междуречье. Там очень много, ну вот эта вся территория практически это ледовый комплекс. То есть там есть погребенные льды. Допустим, это территория Чурапчи, это территория Амги, Амгинского района, Мегино-Кангаласский, Усалданский. Вот эта вся территория, она там, грубо говоря, с 2-3 метров начинается лед. И, конечно же, человеческая деятельность и усложненная изменениями потеплением климата вызывают деградацию поверхностных слоев, то есть льды начинают таять, начинается процесс термокарста. Очень много территорий разрушено, допустим, когда-то были очень хорошие пашни, да, сельхозугодия, они начинают разрушаться, их поверхность начинает проседать, образуются так называемые формы баджарахи. Вот мы с Амгинским районом сейчас очень тесно общаемся, и они говорят, что в конце 80-х, ну, в общем говоря, 80-х годов у них сельхозугодия, пашни были, общая территория составляла 18 тысяч гектаров. Сейчас с изменением климата у них осталось только 11 тысяч. Есть у нас гипотеза восстановления вот именно защитного слоя, так называемый защитный слой. Что такое защитный слой? Это вот когда у нас леса стоят, их не вырубают, мерзлота сохраняется, она стоит. Там есть так называемый защитный слой, когда глубина протаивания не доходит до льдов. Когда у нас протаивает, допустим, 1,5 метра, а льды находятся на 2 метрах. То есть это вот 50 сантиметров, он называется защитный слой. Когда деревья вырубили, да, вырубка идет, их начинают эксплуатировать, глубина протаивания сразу увеличивается, доходит до льдов и начинают льды таять. И начинаются просадки и разрушение ландшафтов. И вот, собственно, мы хотим попробовать восстановить эти территории, чтобы их, ну, хотя бы развитие этого процесса как-то приостановить. И вот есть у нас такая теория, допустим, мы берем разрушенную такую пашню, не такую большую, разровняем его, то есть, да, поверхность, увлажняем до определенного количества, зимой мы его замораживаем, то есть убираем снег, либо снегозадержание делаем, уплотнение снега. И в следующем году мы должны получить уже, то есть в следующем году эксперимента мы должны получить восстановленную территорию. То есть, да, наука это очень интересно, конечно. Все говорят, это интересно, но вот мне лично кажется, ученый получает такую эйфорию, кайф, когда он начинает работать над каким-нибудь проектом и у себя в голове начинает выкручивать, как оно может быть, как это сделать. И вот когда ты думаешь, ты абсолютно свободен от всего остального, скажем, обыденного. И вот это вот на самом деле людей, наверное, тянет в науку. Когда ты начинаешь задумываться о чем-то, ты вот совершенно свободен в своих воображениях, в своих мыслях. Вот в обыденности мы там закрыты какими-то рамками, законами, это нельзя, то нельзя. А в науке, когда ты приходишь, ты начинаешь фантазировать, ты начинаешь работать,
И в общем это все вот это вот дает тебе очень большую свободу воображения, может быть. Ну, со студенческих лет, конечно, наукой заниматься я всегда, ну, как бы хотел, мечтал. И когда пришел в Институт мирзатоведения в 2011 году, когда начал заниматься наукой, я понял, что это совершенно другое. Начал работать, и в период написания своей кандидатской диссертации я начал непосредственно получать, испытывать вот эти вот чувства, когда ты болен идеей, когда ты работаешь над ней днем и ночью, и когда ты получаешь результат, и этот результат получается положительный, то есть в науке можно получить отрицательный результат, и когда он еще положительный, это вот настоящее, это вот не передать словами. Изучая различные композиционные материалы и также остатки костей животных мамонтовой фауны. Сама родом я из Усьмайского района, училась в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева в Москве, закончила по специальности химическая технология, вот, и по окончанию приехала в Якутск, закончила аспирантуру также по теме материаловедения, вот, и сейчас работаем в институте. Когда я занимаюсь разработками новых материалов, изучая их свойства, предположим, полимерные материалы мы добавили наполнители и получили очень прочный, очень износостойкий материал, который будет применяться в промышленности, в производстве и будет служить более 20 лет, предположим, да, ну, достаточно с долгим сроком службы. И получается такая как бы выгода и для предприятий, для экономики России в целом. Вот. Вообще бивень, он как бы из категории камнесамоцветного сырья, да, биогенный материал такой, он как бы применяется обычно как бы в косторезном искусстве, в сувенирной продукции и очень мало изучен с научной точки зрения. Понять, какие различные факторы влияют при добыче и хранении. Также рассматриваем проблемы реставрации, консервации, стабилизации костных остатков, что нам позволит потом как бы и в музейных экспонатах, и в научных исследованиях, ну, думаю, принесет пользу. В отличие, но они очень похожи, да, по прочностным характеристикам, слоновая кость и бивень мамонта, но тут есть такая вот как бы структура иерархическая, да, называется линия Шрегера. Очень красивый, это как бы шахматный, ну вот напоминает шахматы светлые и темные полосы. Получается, при разрезе вот бивня мы видим углы меньше 90 градусов, то есть как бы такие узорчатые, а у слоновой кости более 90 градусов, и их можно по этим узорам отличить. Вот. Также мы сейчас исследуем термогравиметрическим анализом, рентгенофазовый анализ также нам дал количественный состав и качественный тоже. Вот. Сам бивень, сейчас можем утверждать, что состоит из 30% органической части, из 60% минеральной части и 10% влаги. Вот. Есть как бы проблема применения отходов косторезных мастерских. Вот. Над этим мы изучаем. Например, совместив эти отходы с полимерными материалами, да, можно получить, вот, например, эпоксидными смолами, можно получить какой-нибудь тоже новый материал и делать из него сувенирную продукцию, либо, скажем, предмет интерьера. Как бы происходит полимеризация. Это и называется процесс стабилизации костей, да, и потом, добавляя различные красители, предположим, можно получить такой красивый материал, вот, который может применяться где угодно. Занимаясь научными исследованиями, мне кажется, мы открываем новые перспективы развития, да, новые направления. Вот.
и как бы в глобальном смысле слова, что вот, ну, как получаешь удовольствие именно, когда ты что-то открыл или когда ты что-то изучил и разработал. Вот. Именно в процессе изучения. Съездить на конференцию, да, как бы тоже обсудить вот проблемы и объяснения некоторых, скажем, гипотез, вот, и именно защитить свою диссертационную работу. Вот. Когда ты получил свои положительные результаты, да, какие-то очень хорошие открытия, предположим, да, в материаловедческой части, то это непосредственно как бы есть польза и удовольствие для молодых ученых. Поступил на магистратуру, и сейчас я работаю лаборантом в Институте сельского хозяйства. Моя сфера научных интересов, она, получается, еще до конца не определилась, но уже сейчас я работаю в генетической лаборатории, и в качестве примера могу сказать, что я провожу ПЦР-анализы на заболевания для сельскохозяйственных растений. И уже мы постепенно начинаем использовать генетические технологии для того, чтобы обнаруживать скрытые признаки, получается, которые есть в этих растениях, чтобы потом проводить целенаправленную селекцию в этом направлении. Работа она сама по себе интересная. Мне она нравится, и так как она не имеет каких-то таких четких рамок, в которые тебя загоняют, ну, по крайней мере, сейчас для меня. Возможно, где-нибудь там в самых топовых лабораториях, может быть, и нужно там из кожи вон лезть, ну, как и везде, в таких местах. Но, по крайней мере, здесь я себя чувствую комфортно. То есть я работаю над каким-то своим делом, я ее сам делаю, так как наш коллектив считает нужным. И работа, ну, ты чувствуешь как бы контроль над ситуацией, и это комфортно. И вот, получается, я поступил на магистратуру на программу устойчивого развития Арктики в СФУ. И последний семестр там будет проходить в Японии, в университете Хоккайдо, где я смогу, получается, делать какую-либо работу. То есть на местах, то есть японских, на японской материальной базе в том университете. Без особых проблем читать литературу специальную на английском, то есть статьи и так далее, это нужно для работы, но разговорный мне придется обязательно подтянуть, потому что там все общение будет на английском. 10 лет занимаюсь атмосферой, то есть нас интересует непосредственно область мезопаузы, это вот 80, где-то 100 километров над землей, и вот там происходит очень большое количество химических различных процессов, физических процессов, и мы занимаемся изучением непосредственно их, а точнее свечением ночного неба. Ну, прямо в данный момент времени я работаю над серебристыми облаками, которые у нас наблюдаются. Они наблюдаются только в летний период. Да, с мая по где-то август, получается, из-за того, что у нас еще есть белые ночи, там есть еще и пробел, получается, между ними. То есть время, когда вот сумерок нету, поэтому мы не можем их зафиксировать. Вот моя диссертация была посвящена влиянию 11-летнего цикла солнечной активности на температуру области мезопаузы. Наверное, большинство слов, как сказала моя подруга, знают только влияние, да? Вот, но это что такое? Вообще у нас же, как сказать, фундаментальное исследование в мире состоит из таких процессов длительных, да, по времени, больших. И мы должны посмотреть, как влияют они отдельные процессы. То есть, например, сейчас много говорят про глобальное потепление, да? К чему мы это относим? Действительно ли это является результатом деятельности человека? Или это вот именно какие-то просто с большим периодом проходят такие явления и так далее, да? Для того, чтобы разобраться вот именно в этом, необходимо каждый, вот, ну, грубо говоря, как лего, вот, ну, разобрать, да, по частичкам, постараться вот это вот вклад человека, вот это вклад природы, вот это вот, допустим, вулкан тогда-то, скажем, извергнулся, вот это вот его и так далее. И тогда таким образом, сортируем, мы пытаемся выяснить основные причины. Твой мыслительный процесс постоянно происходит в твоей голове. Он не заканчивается рабочим днем там, от 9 до 6. Ты постоянно должен думать, мусолить, пытаться решить, пытаться выйти из зоны комфорта, из своего видения, для того, чтобы хоть как-то вот, ну, решить эту проблему, да, научную, которая перед тобой поставлена. И вот, конечно, таких моментов, как эврика, ну, это вот, не знаю, наверное, надо быть гениальными учеными, вот, просветление, да, в какой-то миг. Но у меня, скорее, как бы, я как более, ну, не знаю, скажем, среднестатистический ученый, я просто шаг за шагом.
Это похоже вот на пошаговое. Ты делаешь один шаг, потом второй, третий, и немножко вот идешь по той дороге, и ты начинаешь это видеть. То есть как вообще обстоит проблема, как вообще, как к ней подход, какие подходы используют для ее решения, да, вот и так далее. То есть вот таких каких-то, вот как у Менделеева, мне приснилось, такого у меня не было, по крайней мере. Мы должны жить целью. У нас должно быть четкое понятие, ну, каких-то ценностей, да? Вот мы же как семья вот создаем ценности, работа, и мы должны понимать, вот жизнь, она пройдет ведь очень быстро. Сначала мы студенты, потом работаем, дети взрослеют, детский сад, школа, вот и так далее, да? А что останется после нас? Я понимаю, что не каждый из нас, ни Менделеев, ни Ньютон, да, каких-то больших не оставит после себя такого следа, который будут учить по учебникам. Но, тем не менее, какое-то маленькое, для себя важное именно надо, вот можно оставить, да? Вот именно это должно быть движущей силой. Желание привнести что-то новое, пусть немного, но именно вот какую-то небольшую истину, будь то физика, психология, социальные науки, это не имеет значения. Каждый человек, он хочет именно оставить после себя что-то, да? То есть есть что-то большее, чем мы, есть общество, есть наука, да? Есть какие-то знания, которые мы бы хотели оставить. И, на мой взгляд, самое вот интересное, это не только исследовать, да, весь сам процесс от А до Я, но и внести хоть маленькую, но пусть частичку только той истины в научную сферу, вот, и оставить ее после себя. На мой взгляд, это самая большая такая ценность, которая может быть у любого ученого, научного сотрудника и так далее. Скажем так, вот картина мира есть, она уже создана, мы ее видим, и немножечко туда внести свой вклад.